какие-то трубы. Что-то будут менять, походу. Мы сейчас... тут поставили даже этот. Куда ехать нельзя теперь. Почему нельзя? Мне можно. Машинам нет. Нельзя, мне можно. Да, тут может быть обвальчик справа посыпаться. Интересно, что это такое здесь? Прям такие длинные помещения. Эллинг, что ли? Эллинги так не похожи. А что ж это за объект тут такой? Вот мы куда доехали. Самый конец до камня. Там он на воде. Камень такой здоровый стоит. Вон он, камень. Ой. Булыжник именно такой. Булыжник. Не, вид, конечно, с левой стороны такие горы, да, красивые. Вид бомбезный, да, здесь. Но пляжи, если честно, мне не очень. Не очень. Вот бы подняться в городе. На велосипеде, естественно. Так, ладно, сейчас поедем назад. Купим мороженку. Одинокая дама ходит, ищет себе местечко на пляже. Непонятно, что это за учреждение у них тут. Какая-то, может, лодочная станция. Это, конечно, здание такое, блин. Ты шо? И заброшенное, блин. Жалко. Такое. И никто его до сих пор не прибрал к рукам.
Прям на горе с такими видами. Хотя виды боковые, да. Оно как-то построено, окна на бок. Окна у него на бок идут. Непонятно. Вот здание вверху, с левой стороны, так у него окна сюда выходят. Или это не отель? Вроде отель. Но а то здание как-то построили непонятно. Не, вид здесь, да, бомба. На Карадаг. Вид на Карадаг бомба. Так, где мы возьмем мороженку себе? Наверное, там дальше, не здесь. А тут подъемчик, сейчас я не знаю, я на него поднимусь или нет. Поднялся. Нифига себе, там еще такой был этот. Всякие сувенирчики, навинирчики. Тут пить, тут мороженого нет. Уже здесь есть мороженое. Да. Здравствуйте. А можно мороженое в стаканчике белое? И сколько? 100 рублей. Спасибо. Крымский пломбир на молоке. Крымское мороженое на молоке ванильный. А что делает Симферопольский район, поселок Молодежная. Вот так вот. Так, где нам припарковаться? В вафельном стаканчике крымский пломбир. Ну я же такой брал, он вкусный. Так что сейчас затрепаем мороженце. Можно здесь стать, в принципе, с видом на Карадаг. Так, ну все, выезжаем с курортного, едем в Коктебель пить кофе.
Фух. Наелся мороженого. Ох, гора, какая мощная гора. Обалдеть. Ветерок, прохладненько. Хорошо. Да, гора такая, блин. Скала-гора. Такой вид у нее. Тют-тют-тют-тют-тют. И вон горы какие красивые. Ага. Что-то там чирикают. Что-то чирикали. Курортная. Получилось 30 километров с Орджоникидзе в Курортное. Ой, ну я там проехал, ну пускай где-то 28, да, 28. Сейчас достану камеру Insta360 поснимать красоту вот этих гор. Тут что-то песок. Что-то будут строить. Все, поехали. Красивые горы справа и слева.
Так. Под вечер так свежо, однако. Вот это как какие-то скалы, как-то они называются. Туда он проезжаешь, там пешком поднимаешься. Ну, в Лисью бухту поедем, значит, в следующий раз. Я просто выехал в 6. Было почти 6. Вот. А надо выезжать хотя бы в 4. Вот. Так что в следующий раз выехать пораньше. Все, на Коктебель, да. Прям на Коктебель. Попьем кофейца на набережной. И потом поедем через Тихую бухту в Орджоникидзе. Что-то скрипит у меня там на любой передаче, да, на любой. Что-то поскрипует. Красиво он. Горы. Кто живет он в пятиэтажке, вот той. Виды на горы. С видом на горы. 2 пятиэтажки, да, или сколько там их? Или 3. Это 3, да. 3 пятиэтажки. Что тут у нас? Щебетовка. Щебетовка. Ты моя щебетовка. Щебетовка, щебетовка. Да, что-то там скрипит знатно.
тут ехать минут 20 где-то. Судак отсюда 20 км. Вроде раз и уже в Судаке. Ха. А на самом деле надо пыхтеть, чтобы доехать до Судака. Подъемы там такие затяжные. Красотища! Такая красотища! Да, красота ляпота. Притопили маленько под 40. Время сейчас посмотрим, сколько у нас. 7:30. Нормально. Красотища! Идем. Да что-то, блин, эти две передачки надо, блин, заехать в магазин в Феодосию. Сказать, чтоб посмотрели. То что-то, блин, мне по трассе нормально не притопишь на 40. Какой получается? На 42 или на какой-то? Две большие звезды. Ой, две маленькие. Ой, нет.
Наоборот, не работает 11-я звезда, и после нее там какая там идет 18-я или какая там. Вот две самые маленькие не работают. Ну, для террасы, чтобы именно притопить. Подъемчик пошел. Надо очки уже менять на вечерние. То в этих уже так видно не очень. Сейчас будет длинный спуск аж в Коктебель. Полно. Скоро будет местный виноград крымский разных сортов, и белый, и черный, и красный, какой хочешь. Все, пошел спуск. Идем.
53 было. Полтинник, полтинник. Спадает скорость. Надо поднажать. О, пошла жаришка. Пазик обогнал. Вот негодяй. Но он пошел где-то 70. 70-80 где-то. У нас такой скорости нету. Если бы мотоцикл был бы, мы, конечно, жарили. А у нас электричка. Мы идем 40. 45-очка. Коктебель, добро пожаловать. Коктебель. Тут есть, интересно, ограничение в городе 40 или сколько? Мы 45 идем пока что. Идем пока что. Какие-то валяются. Так, что мы делаем? Свернем здесь. Думаю, здесь можно свернуть. А у нас рассвет, а у нас закат, у нас рассвет. А у нас закат, а у нас рассвет. Че, он сдает назад или что? Идем 40.
Йо-хо! Что-то тут канализация или что прорвало. Вот мы в Коктебеле едем пить кофе. Фу. Красота. Коктебель-Сити. Коктебель-Сити. Мазончик, мазончик. Лена, рыба. Хотя я звонил, типа. О! Наша кофе дальше. Кофе, шаурма, а может шаурма еще навернуть. Сейчас посмотрим, может из шаурмы навернем. По времени посмотрим.
Да тут очередь целая. Или что? Здрасте. Шаурму. Можно, да? Фух. Собака. Тут есть народ, кто-то стоят. Ну, тут оттуда можно еще заезжать, но там такой бордюрчик, как бы, может быть, отсюда заехать. Может быть, оттуда заехать. Да ладно, поехали. Поехали домой. Так, все, выезжаем с Коктебеля. Едем через Тихую бухту. Прокат квадроциклов и мотоциклов. А сколько стоит? Непонятно, да? О, наелся шаурмы, блин. Сейчас будем подниматься в горочку. Наелся шаурмы, сейчас в горочку будем топить.
на шаурме. В горочку на шаурме. Никого там наверху нету? Фу. Вроде нету. Сейчас затащим. Ладно, сейчас заедем. Трыделение у нас. Тащим. Не сдаваться. Рюкзак тяжелый, блин. Рюкзак тяжелый. О! Фух. Закатик. Встречаем, провожаем. Провожаем и встречаем закат. Только как-то странно он с другой стороны. А нет, там он есть. Сейчас посмотрим. Опа. Вон закатик, да. Красота. Красотища. Все, поехали в Орджоникидзе через Тихую бухту. Комары, падла. Где тут сторожевой пес? Спит, что ли? Или где он? Не бежит? Наверное, спит. Не слышно его. Точно, спит. Заснул. То обычно сразу бегит. Слышит, как еду я. Все, теперь спускаемся в Тихую бухту. Уже скоро потемнеет. О!
Людей еще мало. 9 июня. Поэтому еще мы кайфуем. Кайфуем, отдыхаем. Много сейчас времени есть сходить в море, поплавать и покататься, куда-то поехать. А ближе к числу 20-му, через дней 10 уже будет не так времени много. Поприезжают уже гости, туристы с материка, из новых областей России. Так что скоро, да, поедет народ. Ну, вода только, в принципе, вот начала прогреваться. Вот уже 19-20. Так что через дней 10 вот как раз уже и прогреется нормально. И уже можно ехать спокойно, смело купаться уже можно. Иху. Тихая бухта. Подъезжаем к тихой бухте по нашим тропинкам. Едем любимым. Тормоза настолько мощные, что нажимаешь, а они прям заднее колесо так буксует. Поехали. Тут парковка. Приехали, машину поставили и пошли с палаточкой. Тут с правой стороны яма, а тут нету. Не засыпали? Нет. Хочу приехать в тихую бухту с сап-доской. Поплавать в тихой бухте, в Коктебель поехать, поплавать с доской. Вот. Можно даже в Новый Свет поехать с доской, в Судак, поплавать там с сап-доской. А чё, в машину кинул и поехал. You touch me now. Воу-в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 оу. Нет, тормоза, конечно, мощные. XT Shimano 4-поршневые. Вообще прям тормозят так жестко. Фу, все. Даже на спуске, когда спускаешься, аж заднее колесо заносит.
Да, в Тихую надо приезжать с доской и плавать. Здесь прикольненько. Вообще так. Камеру надо с собой взять. Можно и стоя, и сидя. Комары, блин, падла. Задрали. Что ж меня трещит тут так? С палаточками люди отдыхают. Вау. Стемнеет уже. Уже пора выбираться отсюда с гор. С горных рельефов. С горной местности. Нам еще надо выехать с этих гор, горных перевалов. О! Да, комарики, падла, кусаются уже. Что там на камеру, интересно? Видно еще? Думаю, да. Пока еще видно. Но минут через 10 уже видно не будет ничего. Проехали 48 км. Нам еще 5 километров. О, наверху кто-то катается на джипе, на УАЗиках. Вон вверху. Вечерняя покатушка по горам. Вечерняя покатуха по горам. Придумали ж. Прям как я. Тоже у меня вечерняя покатуха по горным местностям. Надо, наверное, уже включить эти фонари. О, ой, забыл переключиться, нифига себе. Ух ты, это я дал. Капец. Забыл переключиться, блин. Да, уже так не видно ничего. Надо уже фары подсоединять.
А сейчас там дальше. Подсоединим фары. Так, сейчас затащим сюда и подсоединим фары. Давай, 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 за Динамо. Тащи, тащи. За Динамо Киев. Или как там оно? О! У меня заднее колесо почти лысое. И бывает часто такое, что... Ой. Пробуксовка идет часто. Когда на подъемы такие поднимаешься, то он буксует. О, с фарами лучше. О, фары лучше, да. Попить водички и быстрее ехать, а то комары загрызут. Комары могут закусать. О! Горные перевалы эти. Все, поехали. О. Всякие бабочки летают. Не только комары, но и бабочки. Так, что сюда? Нырнем. Ой, тур стоит. О, турбо подключили. Турбо-кнопку. Турбо-кнопку подключили мы. Такс. Ой, 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 ой. Пробуксовка. Блин. Сидуху надо опустить. Заехал в эту в канаву. В канаву заехал. Тут такая дорога не очень ровная. Канавки есть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Надеюсь, на камеру еще видно при таком освещении. Кстати, передние фары надо зарядить. Что-то одна, он с две палочки осталось. Фух. Тыри-тыри-тыри-тыри.
Тыры-тыры-тыры-тыры. Ой, ой. Вот такие тропинки тут с Коктебеля в Орджоникидзе. Ну, люди ходят пешком даже. Вот. Ну, я как-то нашел раз на велосипеде и постоянно теперь езжу. По трассе это как бы, если вот в курортное еду, то можно. Или с Феодосии, вот когда еду, то я ж еду по трассе в Коктебель, а назад уже в Орджоникидзе возвращаюсь вот этой вот дорогой горной. Да, по трассе часть маршрута горного с подъемчиками, всякими спусками прикольненькими. Так даже интереснее, тем более на электричке. На электричке только такие дороги нам и подавай. Горные всякие, горные перевалы, горные тропы и все в этом роде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Затащили. Все уже почти темно. Уже часов 9 где-то, я думаю. О. Ой, ой. Ой, ой. Он бы на тот верх подняться. Может, как-нибудь и рискнем. Так, спуск у нас сейчас 3 деления еще. Ха! А у нас уже 50 километров. Но сейчас уже 3 должно исчезнуть. Сейчас останется 2. Не, вообще, летом вообще в кайф. На турбо можно проехать, получается, 65 километров. Вот. 65 где-то, да. А на МТБ получается где-то 80-85. Вот так вот. Вообще песня. То есть даже вот можно поехать в Судак и назад на МТБ. Опа. О! Сейчас включим освещение заднее. Так, ну все. До новых встреч в горах и на трассе.